Поехали. Сегодня, в день открытия рождественских чтений, где мы, как ожидаем, Святейший Патриарх Кирилл, Совет Федерации, забьет последний гвоздь в гроб антицерковного, антигосударственного закона о семейно-бытовом насилии, этого жуткого проекта. Сегодня, в день открытия, Объединение православных ученых провело свою конференцию о духовно-исторических и метафизических смыслах Великой Победы, потому что Святейший Патриарх Кирилл очень вовремя, очень правильно задал эту тему для рождественских образовательных чтений. Объединение православных ученых – это уникальное объединение православной вузовской интеллигенции, потому что союз веры и науки – это ключевая задача апостольской миссии. И духовные метафизические смыслы Великой Победы – это то, о чем мне поручили рассказать на чтениях православные ученые. Я очень благодарен этим образованным людям, докторам, ректорам, которые не просто дали мне слово, но сделали целую выставку моих книг, посвященных святым пророкам Западной Руси и сакральным смыслам Новороссии, и проекту Украины как антироссии. И мой доклад был о попытке наших великих патриархов Сергия и Алексея воцерковить борющийся Советский Союз и преобразовать его в Российскую империю 2.0 на волне Великой Победы, на волне патриотического подъема, потому что государство было вынуждено пойти навстречу церкви. Сталин вспомнил, что он семинарист, и в 1943-1948 году произошло потепление церковно-государственных отношений, и церковь, естественно, она всегда так поступала, она никогда не относилась к империи с фигой в кармане. Даже, безусловно, почитая своих мучеников, когда святой император Константин обратился к церкви, она не стала говорить: раз вы вот нас гнали, мы теперь с империей, так сказать, на одном гектаре не будем находиться. Нет. Она пошла на союз с империей, на ее воцерковление. То же самое пытались сделать патриархи Сергий и Алексей, заняв однозначно патриотическую позицию, потому что понимали, что нацизм хочет уничтожить саму российскую государственность и русский народ во всех, в любых ее формах. Поэтому альтернативы патриотической позиции нету и не было. И коллаборантская позиция, пронацистская позиция, предательство православия. Это однозначно, и наши патриархи были, безусловно, правы. Причем не только они, но и вся русская церковь, лучшие силы русской зарубежной церкви. Потому что после восстановления Московского патриаршества в 1943 году действительно лучшие умы русской церкви боролись над тем, как воцерковить борющийся Советский Союз. В Россию вернулся святой архиепископ Бучарский Серафим Соболев, который, оставаясь православным монархистом, идеологом симфонии, сторонником патриарха Никона, все сделал для воцерковления Сталина и советской власти, чтобы она стала русской православной властью. Он работает над фундаментальными документами Всеправославного совещания 1948 года, руководит в Москве протоиерея Всеволода Шпиллера, который вырастил целую плеяду московских духовников во главе с отцом Владимиром Воробьевым, которые уже на нашем веку создали Свято-Тихонский богословский институт. То есть плоды церковного возрождения были заложены именно в период потепления церковно-государственных отношений 43-48 годов. И тогда Серафим Соболев, вернувшись из зарубежной церкви, митрополит Виктор Святин из Китая, великий митрополит Нестор Камчатский, который передал армии Колчака державную икону в подарок и благословение святого патриарха Тихона, все трудятся над реализацией проекта Третий Рим и первенства Московского патриархата в Вселенском православии, первенства чести, потому что Константинопольский патриархат тогда уже отступил и поддержал монолитический раскол, другого пути, как вращение Третий Рим, не было. И шансы были весьма в высоте реализовать идею Всеправославного совещания 1948 года и Вселенского первенства чести Московского патриаршего престола. Эти планы просекли, посчитали американцы. Они отправляют патриарха Максима, лояльного русской церкви, патриарха Максима, в психиатрическую больницу. Вот
такой вот, так сказать, стиль демократии, не согласен Дурку. Они повторяют это и уже в наше время, когда представители православной церкви в Америке прошлого представителя свергают с престола и тоже придвигают психиатрическому освидетельствованию, это митрополит Иоанна Павхаузен, сейчас он в русской зарубежной церкви, но методы либералов, методы глобалистов все те же. Вот. И тогда они отправляют патриарха Максима в Дурку и привозят на самолете американского президента Гарри Трумана, будущего константинопольского патриарха Афиногора Спиру, в Стамбул, где он начинает противодействие русской церкви и продолжает установление доктрины папизма Константинопольского патриархата. С другой стороны, почему тогда не удалось реализовать все идеи Всеправославного совещания 1948 года? Конечно, самое главное было сделано. Это было все проговорено, и по совещанию все-таки прошло. Да, оно не стало Вселенским собором. В чем причина? В том, что, как и любой другой человек, товарищ Сталин обладает свободой воли. И Савл не стал Павлом. Он начал было движение в сторону русской церкви, но его политика была очень половинчатой. То есть одной рукой он как бы пошел навстречу церкви, позволил установить патриаршество, выпустил часть исповедников из тюрем, но с другой стороны, во внешней политике он продолжал частично опираться на тех самых троцкистов, глобалистов типа Тита, которые подавляли сербскую церковь. И как же мы хотим, чтобы все признали первенство чести Московского патриархата, если коммунисты в Сербии расчленяли и уничтожали сербскую церковь, патриарха Германа отправили в тюрьму. Поэтому эта двойственность, она была препятствием реализации великих идей 1948 года. И троцкистская элита во главе с Хрущевым, бандеровским кланом, она поджимала со всех сторон. Потом уже Хрущев, ярый враг русской церкви, создает проект Великой Украины в недрах Советского Союза, выпускает бандеровцев, очень многих, и создает предпосылки к расчленению исторической России. И главный урок из потепления всеправославного церковного государства на 1943-1948 года надо идти до конца в применении церкви, в восстановлении симфонии и православной Российской империи, как это Хона и Третьего Рима. То есть, первый шаг нужно сделать и второй. Нельзя чуть-чуть воцерковиться, чуть-чуть забеременеть. Если ты идешь в церковь, ты должен, как государственный политический деятель, воцерковиться, осознать православный смысл политики, геополитики. Это урок нашей современности. То, что не было сделано тогда, сделано сейчас. Поэтому очень надеюсь, что Владимир Путин идет в православие, сжигая мосты секуляризма, либерализма, и заодно им православная русская политическая реформа будет именно в этом духе, в этом стиле. И в этом смысл воцерковления Великой Победы. Я убежден, что патриарх должен был составить военный парад, и поэтому в противовес патриотической позиции русской церкви вторая часть моего доклада была посвящена попыткам нацистского рейха расчленить русскую церковь, уничтожить ее, в том числе с помощью проекта украинской и белорусской автокефалии. И то, что делал Порошенко, и сейчас никак не может определиться, кому к церкви или к церковным силам повернуться Зеленский, он стоит ногой там, другой здесь. Создание украинского и белорусского автокефального проекта – это реализация не только университетской стратегии, но и стратегии Третьего Рейха. Именно Третий Рейх создавал поместную украинскую церковь и с поддержкой Константинопольского патриархата через незаконную тогда польскую автокефалию, автокефалистский раскол, и нацисты пытались объединить украинскую автономную церковь, Московского патриархата, раскол ОПЦ, в так называемую повестную украинскую церковь. И созвали в 1943 году Луцкий собор, где им удалось путем шантажа
принудить Киевский и все Украины митрополита Алексея Громадского подписать акт объединения с раскольниками. То есть Алексей Громадский был послабее блаженнейшего митрополита Ануфрия, но единственным иерархом, великим иерархом, который отказался поставить свою подпись, был наместник Почаевской лавры, архиепископ Вениамин Новицкий. И он убеждает митрополита Алексея отозвать свою подпись, срывает создание поместной украинской церкви, так называемого антицерковного униатского проекта. За это митрополит Алексей и сотни других священников расстреливают бандеровцы, нацисты, коллаборанты. Тут только что рассекретили документы, где прямо говорится, что Бандера был лидерским агентом по кличке Консул. Вот, и поэтому патриарх не только должен благословить парад Победы 2020 года, но необходимо прославить в лике святых исповедник Украинской церкви Московского патриархата во главе с митрополитом Алексеем Громадским и особенно митрополита Вениамина Новицкого, который сорвал вот этот вот нацистский проект создания поместной Украинской церкви. И, к сожалению, насколько слабый был поворот Сталина к церкви, свидетельствует о том, что тогда еще архиепископ Вениамина в 1947 году осуждают за коллаборационизм, хотя он делал негативных коллаборантов. Он был русским партизаном, он работал на московский патриархат, и тоже не ушел в подполье, это было вынужденным шагом. Он мог уйти в подполье и погибнуть как мученик, но он сохранял легальную русскую церковь на исторических землях Малороссии, Новороссии и Прикарпатской Руси, и был антифашистом, поэтому называть его коллаборантом нечестно, он таковым не был. Он посидел в лагерях 47-го, по-моему, около 20 лет, потом был иркутским митрополитом, вырастил таких духовных пастырей, как недавно ушедший на покой Владивостокский митрополит Вениамин. Я говорил со многими нашими иерархами, которые выступают за канонизацию митрополита Вениамина Новицкого, который спас единство русской церкви в годы Великой Отечественной войны и был, естественно, последователем антифашистом. Вспомню еще одного великого подвижника, киевского миссионера архимандрита Александра Вишнякова, который по киевским храмам распространял патриотические позиции, патриотические послания митрополита Сергия Старгородского. Его сдал в гестапо лично главарь автокефалийского раскола Мстислав Скрипник, и архимандрита Ростислава вместе с евреями расстреляли в Бабьем Яру. Аналогичную политику Рейх проводил в Белоруссии, где немычем-то Катринем они пытались добиться создания белорусской автокефалии, но исповедник, митрополит Пантелеймон Рожновский, не допустил этого. Его арестовали, его привезли на специально созданный собор, который должен провозгласить автокефалию, но митрополит Пантелеймон сорвал это дело, и, естественно, он тоже работал на русскую церковь, следовал на историческую Россию, был антифашистом, то, что он был вынужден легально существовать в условиях оккупации, не делать его коллаборантом, потому что он был четко, последовательно боролся с Рейхом, нацистскими планами расчленения единой неделимой Великой, Малой и Белой России, и он был насильно депортирован из Белоруссии нацистами, и в эмиграции примкнул к русской зарубежной церкви, что доказывает, что полное отсутствие его сепаратистского литвинского самосознания. Он был русским патриотом, антифашистом и должен быть прославлен, как и митрополит Алексей Громадский, жертва УПА, нацистов, как и митрополит Вениамин Новицкий, тоже и Пантелеймон Рожновский, и политика создания украинской и белорусской автокефальных лжецерквей должна справедливо быть оценена как нацистская и подлежащая анафеме, осуждению наравне с САУН-УПА, прочими нацистами и коллаборантами. Вот это тоже сказал на конференции объединения православных ученых, очень фундаментального церковно-научного общественного объединения, и которому надо максимально помогать, потому что Союз веры и науки очень важен. И, естественно, наша конференция затянулась до вечера. Я физически не смог присутствовать на секции, посвященной миссии среди тюркских народов, и я здесь зачитаю свое выступление там. Первое, главное, что я хотел сказать на тюркской секции, это то, что происходит, когда мы празднуем десятилетие мученической кончины отца Даниила Сысоева, который основал православно-татарскую общину. И что я хочу сказать, что сейчас появились провокаторы, которые идеи и мысли отца Даниила об уранополитизме,
как Вселенская православная политика интерпретирует в противостоянии православному русскому патриотизму. Это ложное противостояние. Отец Даниил считал Россию катехоном, Владимир Путин носил категорическое служение и считал русский патриотизм частью Вселенской православной политики, как и политика есть помощница православной миссии. И сейчас в социальных сетях некий Павел Васильев и некоторые другие товарищи пытаются представиться Даниилом этим русофобом, антипатриотом на основе уранополитизма. Так вот, я хочу официально сказать, что по отцу Даниила Сысоева уранополитизм не означал антипатриотизма. Я уже повторял, что Вселенская православная миссия, миссионерская политика и геополитика и русский православный патриотизм дополняют друг друга, не противоречат. Это принципиально важно. Важно в том контексте, что миссия среди тюркских народов максимально важна в контексте вероотступничества Константинопольского патриархата и борьбы с ним. И буквально на днях ересиарх Варфоломей Архандонис в очередной раз вмешался на граничную территорию Московского патриархата, руководив сан священника Виктора Капучу из Гагаузии, из Камрата, якобы для окормления проживающих в Тамбуре гагаузов, на самом деле для соблазнения всего раскола патриархата гагаузов и самой Гагаузии. Вот. И этот факт делает глобальную миссию среди тюркских народов особенно актуальной, особенно среди гагаузского народа. Там очень много достойных кандидатов на священничество литературе и для кормления православных тюрков в самой Турции, других тюркских государств и самой Гагаузии. Это то, на что я хочу обратить внимание нашего священноначалия, нашего государства и участника секции, посвященной миссии среди тюркских народов. И, безусловно, в этом контексте очень важно слово Владимира Бухарского, представителя Союза православных граждан и Ассоциации православных экспертов Молдавии, известного православного политолога, который непосредственно знаком, компетентен с гагаузским вопросом.